Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Антон Олегович, я являюсь заведующим отделением специальности физической культуры. И сегодня я познакомлю вас со вступительными испытаниями на специальность физической культуры. Вступительные испытания, физическая подготовка. Форма сдачи очная. Проводится по адресу город Уфа, улица Белякова, 25. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать для того, чтобы пройти вступительный порог, это 70, максимальное 100. То есть виды экзаменов. У вас будет 5 тестов, 5 тестов для юношей и 5 тестов для девушек. Если вы не набираете минимальный порог, это 70 баллов, то вы не проходите вступительные испытания. Нормативы, которые будут сдавать юноши. Это бег 1000 метров, прыжок в длину с места, упражнение со скакалкой за 30 секунд, подтягивание на перекладине на количество раз и наклон вперед из положения стоя. Нормативы, которые сдают девушки. Это бег 500 метров, прыжок в длину с места, также упражнение со скакалкой за 30 секунд, сгибание и разгибание рук упора лежа на количество раз и наклон вперед из положения стоя. Еще раз повторяюсь, сдача нормативов проводится в очном формате. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные группы абитуриентов. Проведение вступительных испытаний по общей подготовке организуется следующим образом. Вам необходимо прибыть на место проведения экзамена как минимум за полчаса до его начала, ознакомиться с экзаменационным листом, заполнить его и обязательно предоставить документ, удостоверяющий личность. Как правило, это паспорт. После того, как вы предъявляете документ, вы допускаетесь к сдаче нормативов. Результаты, которые вы показываете в контрольных испытаниях, трансформируются в балл, соответствующий с контрольным нормативом. То есть, если у вас всего 5 тестов, за каждый тест вы можете набрать максимум 20 баллов. Итого максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, 100. Минимальное количество баллов – 70. Пересдача норматива по ОФП при неудовлетворительной оценке не допускается. С расписанием вступительных испытаний вы можете ознакомиться на сайте приемной комиссии. Перейти по вкладке, открыть, скачать документ, посмотреть расписание. Расписание вступительных испытаний. 12 августа в 12:00 состоится очная консультация по адресу город Уфа, улица Белякова, 25, в спортивном зале колледжа. Сюда могут прибыть все желающие, которые хотят задать свои вопросы, уточнить нужные вам моменты. 13 августа – экзаменационный день, то есть в этот день в 10 часов утра начинаются вступительные испытания. Вам необходимо прибыть, повторяюсь, как минимум за полчаса, взять с собой обязательно спортивную форму, сменную обувь и паспорт. Начало в 10 утра. Для тех, кто не смог прибыть 13 августа к 10 часам, есть резервный день, это 15 августа, 10:00. Но хочу обратить ваше внимание, что для сдачи экзамена в резервный день допускаются те люди, которые приносят соответствующие документы, почему они не смогли прибыть на сдачу экзамена в основной день. Экзамены будут проводиться при соответствующей погоде на улице, на спортивной площадке. Если же будет дождливая погода, экзамены будут проходить непосредственно в самом спортивном зале. Подготовиться к вступительным испытаниям, посмотреть программу вступительных испытаний, вы также можете перейти на сайт приемной компании, скачать документ и ознакомиться. Давайте познакомимся непосредственно с самими вступительными испытаниями, которые вы будете сдавать. Первое – это прыжок в длину с места. Сдают и юноши, и девушки. На выполнение данного теста дается 2 попытки. Тест проводится в спортивном зале, либо на спортивной площадке. То есть вы выполняете 2 прыжка, лучшая попытка засчитывается. Сгибание, разгибание рук упора лежа. Данный тест сдают девушки. На выполнение данного теста отводится только 1 попытка. То есть здесь вы выполняете отжимания, сгибание и разгибание рук упора лежа из исходного положения, упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища. Плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук. Следующий тест. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. На выполнение данного теста также отводится 1 попытка. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из исходного положения стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине плеч на расстоянии 10-15 см. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком минус, ниже знаком плюс. Бег на 500 метров сдают девушки и бег на 1000 метров сдают юноши. То есть бег на дистанцию 500 и 1000 метров начинается с высокого старта. По команде «Внимание» абитуриенты подходят к линии старта, по команде «Марш» начинают бежать. Дистанция для девушек, повторю еще раз, 500 метров, для юношей 1000 метров. Испытание проводится на время. Для сдачи данного норматива дается тоже 1 попытка. Подтягивание на перекладине. Данный тест сдают юноши. Каждый цикл подтягивания на высокой перекладине состоит из виса на вытянутых руках, хватом сверху, исходное положение, подъема виса на согнутых руках и опускания. Голова держится прямо, ноги вытянуты, носки оттянуты. Упражнение выполняется из положения вис хватом сверху, не касаясь ногами пола, сгибая руки и подтягиваясь. Нужно подбородком перейти линию перекладины. Во время подтягивания не допускается движение ногами и туловищем, облегчающее выполнение упражнения. То есть, иными словами, подтягивание с раскачкой запрещено. Также на данный тест отводится 1 попытка. Упражнение со скакалкой. Ноги во время прыжков должны оставаться практически в одном и том же положении, лишь амортизируя приземление. То есть данный тест проводится на время, то есть вам нужно напрыгать большее количество раз за 30 секунд. Для выполнения данного теста также отводится 1 попытка. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу вступительных испытаний, время вступительных испытаний, либо еще какие-то вопросы, вы можете связаться со мной, вот мои контакты. То есть мне можно писать на рабочий номер телефона в WhatsApp, либо на мою рабочую почту в рабочее время с 9 до 6 часов. Еще раз повторю основные моменты, что 12 августа у вас будет очная консультация 12 часов дня, 13 августа у вас день экзамена, в 10 часов утра начало, прибыть надо за полчаса с паспортом и сменной обуви, спортивной одежды. И также есть резервный день сдачи нормативов, это 15 августа, также в 10 часов дня. Я надеюсь, что все вы справитесь с вступительными испытаниями и пополните ряды нашего учебного заведения. Спасибо за внимание.